Историк Вундеркинд? Вы бороду сбрили, да? Ты больше похож на киндер-сюрприз, ты знаешь? Очень интеллектуально. Умно. Ну, спасибо на этом. Вы Скажи, а что сегодня твоя песня? напомните, с какого города вы? Махачкала. Махачкала. Ты что, так быстро Я думал, ты действительно вундеркинд. Слушайте, а вы что-то слышали про депортацию чеченцев и ингушей? Да, Что это такое? это беспредел. И все? Что значит все? Это все, А что вы что я тебе еще слышали? раз? Нет, я много что слышал. Ну так что, депортация Подожди, чеченцев и ингушей, я это как понял, что у тебя есть, такое? я как понял, у тебя есть своя версия. Версия? Версия новая. Ты можешь что-то новое сказать об этом? Я могу сказать, что это операция Чечевица. Вам известно это название? Да. Я могу вам сказать, что в 1944 году, 3 марта, был издан указ о ликвидации Чечено-Ингушской АССР. Как думаете, почему ее ликвидировали? Много версий есть. Назовите хотя бы одну. Всякий раз. Хотя бы одну назовите. Может, заселение другим народом этих территорий. Многие версии были. Так зачем депортировали чеченцев и ингушей? Это смотри. Причина. Ты же вроде историк. А Ну, кто их депортировал? Скажи? ну так я вас спрашиваю, зачем, а не кто? Зачем их депортировали? В принципе. Если бы я был вхож во власть, я бы тебе точно сказал, зачем. Мгм. А зачем после Ну, их зачем? депортации поставили памятник Ермолову в Грозном? Ну, надо, чтобы показать, кто в доме хозяин. Мгм. Знаете, что на памятнике было Тоже всегда написано? было. Знаете, что на памятнике было написано? Ну, может, да, может, читал когда-то, подзабыл. А ну, напомни. Цитата Ермолова: «Я не успокою ни одного чеченца». Да, это глупость. Ну, это ты вообще загнул палку. Зачем ты Загнул, врешь? да, загнул. Ну, Вроде загнули ваши сограждане, А ты так и не ответил. Ты так и не ответил. ваши соседи, наверное, загнули, да? Что Ты не написали такую ответил. статью об этом. Ты не ответил, кто виноват в этом. Кто виноват? Виноват Да. Сталин и его шайка, его подручных, главных, Да. не знаю, как их даже называть, кровопийц и так дальше. Правильно. В том числе Лаврентий Да. Берия, который подписал этот указ прямым В том такие. числе, наверное, и Хрущев тоже, правильно? Я же говорю, вся эта шайка, Ну, ты же не которая сказал. занималась, которая поддерживала это А все, кого, скажи, подписывала документы. а кого винить теперь? Кого винить? Винить? Да, все очень просто. Вы, если копнете глубже, то окажется, что депортацию еще хотел сделать Ловицкий в 1806 году при Российской империи. Это был майор. Он свое предложение вносил о том, что, чересчур свирепые народы. Не перебивайте, пожалуйста, когда я говорю. Чеченцы и ингуши свирепые народы. Ловицкий писал так, не я. Зачем? Ты знаешь, что при царе как раз таки и соблюдались те правила, те договоренности, которые были заключены после окончания войны. Смотрите, Лофицкий. Это коллежский асессор до 1884 года соответствовал армейскому чину майора времен Александра I. В 1806 году в Государственной публичной исторической библиотеке России в томе 3 «Кавказ и Закавказье за время управления генерал-фельдмаршала графа Ивана Васильевича Гудовича 1806-1809 годов, первый пункт «Гражданская часть». Все подданнейшие прошення Ловицкого от порядков и не користовался им 30 апреля 1806 года, Санкт-Петербург, страница 7. А потому и нужно, чтобы... Секунду, цитата. А потому и нужно, чтобы они восчувствовали заслуженное им наказание. Таким образом, дабы и потомство их имели в преданиях последствия измены престолу верности коему несколько раз присягали перед Богом, а следовательно
сильно Ну, и ему понятно. изменяли. Чеченцев же и ингушцев весьма было полезно было выселить вовсе из ущельев настоящего их жительства на другие пустопорожние российские земли, Понятно, все понятно. ибо народы сии по закоренелости в разбойничестве ничем уняты быть не могут, как или вовсе нации тех, или выводом на другие земли. Да, для удобнейшего совершения столь важных действий российские войска поухватить половину добычи, которая может быть приобретена на всем военном театре, а другую половину употребить на домашнее обзаведение завоеванных народов, кои должны уже быть всегда под общим законоположением Российской империи, а сверх того иметь их в строжайшем надзоре, дабы они не могли иметь ни оружия, ни других. Нет, не отключал, я читаю просто цитату. Чтобы матеж не поднимали. Уже. Значит, рассказывает. Так кто Скажи, врет? какой, Так напомни, кто, так кто врет? Так кто врет? Ловицкий? Или какой это год, напомни? 1806. За 10 лет до когда началась деяний война? Ермолова. За 10 лет до Ермолова. Когда началась война? Началось еще с построения крепости Моздок на Кавказе в середине 18 века при Екатерине вроде. Нет, это ты уже загнул палку. Она началась ближе к концу 18 века. Загуглите, пожалуйста, теперь крепость смотри, Моздок и смотри, последствия смотри. ее построения. Подожди. Поучите Я тебе собственную даже больше историю. скажу. Мгм. Я-то очень хорошо знаю. Я тебе даже больше скажу. Так когда была Лермонтов крепость? писал. Хорошо знаете, когда крепость Моздок была теперь построена? послушай. Когда Теперь крепость? процитирую, если ты... Подожди, теперь процитирую. Вы хорошо знаете, все когда крепость эти- Моздок была построена? Ну Ты вот чего ты вы боишься? понятия не имеете. Давайте Смотри, продолжать. об этом я ж тебе говорю, смотри, об этом писал сам Лермонтов. А теперь посмотри, что писал Лермонтов они воевал, Да, Лермонтов воевал против горцев. Вы его используете Да, как да. надежный источник? Посмотри, я тебе что и говорю, посмотри в начале, что он писал, и что он писал в конце, как он восхвалял кавказские народы. Почитайте его произведение Уланша. Я вам рекомендую. Ну, ты видишь, и вот. А теперь напомню, Украина была в составе в то время России или не было? И как думаешь, украинцы воевали против кавказцев или нет? Ты смеешься сейчас? Ты дагестанец. Ты Я дагестанец, могу посмеяться, живешь в своем Видишь, как ты Махачкале, сказал? и тебя интересует Видишь, как ты какая-то сказал? Украина. Что с тобой случилось, Ты ты, сказал? горец нашей? Ты ж гордый народ, что с тобой случилось? Посмотри на себя. Как такое может быть? Твои же предки сражались с россиянами, воевали долгие, целые столетия воевали. 50 лет активной войны было. 25 лет имам Шамиль воевал. Только имам Шамиль 25 лет воевал. Он говорил, что если вы сдадетесь россиянам, они вас отправят в Сибирь, в лагеря отправят вас. Еще тогда он писал. И знаете, что было? Когда в 1864 году капитулировало это все дело, медаль издана была за покорение Чечни и Дагестана. Потом восстание через год сразу после окончания было таких же дагестанцев, твоих предков, которые были здесь. Было восстание против России, потому что Россия ничего не... все вот эти условия, которые она говорила, она их не притрималась украинскую, не знаю, как она. Вот. Договор, короче, не этот. Вот и все. Как ты так Ты же перевоплотился? запинаться стал. Как ты так перевоплотился вот это вот? Ты уже, понимаешь, вот, ну, я, знаешь, мне очень действительно жаль людей, которые ассимилировались, забыли свою историю, забыли историю своего народа. И зато их интересует сейчас Украина, потому что про это им сказала Скобеева и Соловьев. Вот это меня очень грустит, знаете, это мне очень грустно. Кстати, а я вас хотел спросить, а вы что-то про Хайбах слышали вообще? Скажи, смотри, насколько у тебя было это столько, ты для чего говорил? Каждый дагестанец прекрасно знает свою историю. И поверь, ты здесь вообще будешь... Поэтому тебя и называют... Это все болтовня, это всего лишь порча воздуха. Таких, как ты знаешь, очень много, которые пытаются... Знаешь, вот просто такие люди, как
никакого отношения к дагестанцам не имеют. Они дагестанцы по географии, они живут в Дагестане, но никакого отношения к народу дагестанскому они не имеют. Дагестанцы боролись за свою свободу так же, как и украинцы. Когда-то Тарас Шевченко, кстати, смотрите, что у меня есть. У меня есть Кобзарь 1907 года. И здесь вот, если вы откроете за 1907 год вот это издание, найдете его, значит, такое стихотворение «Кавказ» называется. Рекомендую вам почитать «Кавказ» Тараса Шевченко. Вот я вам сейчас его найду. Вот, страница 255. Значит, открываем 255 страницу. Вот Кавказ. Что он здесь писал про Кавказ, когда был в заслании тоже своего времени, за то, что был ярым патриотом, его заслали подальше от родины. И вот смотрите, что он, значит, вот пишет. Смотрите, читаю вам. Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку Прометея, там орел карає, що день Божий довбе ребра, серце розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає наша правда, не вмирає воля, і не ситий не вилоре на дні моря поля. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, і хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли ж отпочити, ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному поклоняться всі язики во віки і віки. І поки що течуть ріки, криваві ріки, за горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Отам-то милостиві ми, ненагодовано і голу, застукали сердешну волю, та й цькуємо. Лягло кістьми людей муштрованих чимало, а сльоз, а крови напоїть всіх імператорів безстало, з дітьми і внуками втрить в сльозах удових, а дівочих пролитих нишком серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батьківських старих кривавих. Не ріки, море розлилось, огнене море. Слава, слава, хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам-царям, слава. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітесь, поборете, вам Бог помагає, за вас сила, за вас воля і правда святая. Кісакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не візьме за своє, не поведе тебе в кайдани, а в нас на те письменні ми читаєм Божі глаголи, і от глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті й голі. До нас науку ми навчим, по чому хліб і сіль почим. Ми християні, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки сакля в очі коле, чого вона стоїть у вас? Не нам дана, чом ми вам? Же ваш там вам не кинем, як тій собаці, чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки що, ми не погане, ми настоящі християни, ми малим ситі, а зате, якби ви з нами подружились, багато дечого б навчились. У нас же й світа, як на те, одна Сибір неісходима, а тюрм, а люду, що й лічить, од молдаванина до фіна, на всіх язиках все мовчить. Бо благоденствує у нас, святую Біблію читає, святий чернець і навчає. І що цар якийсь, то свині пас. Там дружню жінку взяв до себе, а друга вбив, тепер на небі. Ось бачите, які у нас сидять на небі. Ви ще темні, святим Христом не просвіщені. У нас навчитесь, у нас дари та дай, і прямо в рай. Хоч і рідню всю забери. У нас чого ми не вмієм? І зорі лічим, і гречку сієм, француза лаєм, продаєм, або у карти програєм. Людей не а таких хрещених, простих,
Мене гішпане, карі нас Боже, щоб крадене перекупать, як ми по закону. По закону апостола ви любите брата, суєслови, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону. Дочці на кожушок, байстрюкові на придане, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розпинався, Христе, Сине Божий? За нас добрих? Чи за слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталось. Храми, каплиці, ікони, і ставники, і міри дим, і перед образом твоїм неутомлені і поклони, за кражу, за війну, за кров, щоб братню кров пролити, просять, а потім в дар тобі ж приносять, з пожару вкрадений покров. Просвітились, та ще й хочем других просвітити, сонце правди показати, сліпим бачиш дітям. Все покажем, тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як їх носить і як їх носить, і як плести, кнути узловаті. Всьому навчим, тільки дайте взяти свої гори, ті останні, бо взяли вже і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій Якова любий, не за Україну, а за її ката довелось пролить, кров добру, не чорну, довелось запить, з московської чаші московську отруту. О, друже мій добрий, друже незабутий, живою душою в Україні вітай, літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе, сіятиму, нехай ростуть. Та з вітером говорять: вітер тихий з України понесе за росою тії думи аж до тебе братньою сльозою. Ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, гори, і мене згадаєш. Написано в Переяславі в 1845 році. Бачите, як цікаво виходить. Тарас Шевченко вам чорним по білому розписав, що хочуть росіяни захопити ваші гори, хочуть вас в кайдани закуть, хочуть використати усіх там оцих своїх православних християн для покоріння Кавказу. Но, опять-таки він каже, боїтесь, поборете, вам Бог помагає, за вас слава, за вас воля. В общем, воля святая, смисл у тому, що вы уже никакого отношения к тем жителям гор, дагестанцам, уже вы не имеете отношения к ним. Вы имеете отношение к тем людям, которые сейчас проводили вот эти все, знаете, наследники НКВД, я их называю, либо наследники донских казаков. Вот у меня две такие одинаковые ассоциации. Вот, и мне вас действительно в коей мере жаль, потому что это синдром Скобеевой и Соловьева. Тут сложно чем-то помочь, тут уже как бы ничего не сделаешь. Последнее слово. Давай, иди. Последнее слово ваше. Да. Скажи, ты вот сейчас прочитал прекрасные стихи, а вот себя как к этому привязал?